Ислам стал распространяться в Волжской Булгарии еще задолго до образования государственности на рубежах 7-8 веков. О булгарах, исповедовавших ислам, свидетельствуют многие исторические письменные источники. В частности, принадлежащие перу восточных писателей Ибн Русты, Ал-Истанри, Ал-Баджи, Абу-Райхан, Ал-Бируни. Ислам относительно быстро сделал большие успехи в Волжской Булгарии. Исламизация булгарского общества шла по восходящей линии, и относительно быстрое распространение ислама объясняется также тем, что булгарское общество было готово на принятие новой единой монотеистической религии в виде ислама. Трудно представить средневековое государство вне такой монотеистической классовой религии. Ислам стал идеологической основой сближения культуры булгар с культурой народов Востока. В целом внедрение ислама в Волжской Булгарии шло мирным путем, но в связи с упрочением государственного аппарата стали применяться и принудительные меры. Важную роль в этом процессе начала играть верхушка булгарского общества. Как всякий господствующий класс, она стремлялась придать свою идеологию. С принятием ислама появляется единая письменность, посредством которой мусульмане знакомятся с культурой и наукой мусульманского мира. В городах Булгарии возводятся медресе, библиотеки, строятся мечети и изучаются произведения античных авторов, труды мусульманских ученых. Появляются первые учебные пособия, также свои ученые, писатели, поэты. Недавно, в прошлом, отрицалось положительное влияние религии. Однако сама жизнь, опыт прошлых столетий убеждает нас в том, насколько важна значение религии. Ислам в воспитании подрастающего поколения играло большую роль. Ислам утвердил некоторые основополагающие принципы, которые должны соблюдаться при любых обстоятельствах. То, что ведет к благосостоянию индивидуума или общества, считается в исламе нравственным, а то, что вредит ему, безнравственным. Ислам придает большое значение любви к Аллаху и любви к человеку, предостерегая от избытка формализма. Учение ислама заложено в священной книге мусульман в Коране. Коран изучался с раннего возраста в медресе и мечети, и булгары старались придерживаться этого священного писания. Воспитывающая роль ислама побеждает за его основных положениях. Наша вера должна быть правдивой и искренней. Мы должны быть готовы проявить ее в благотворительных поступках по отношению к нашим собратьям. Мы должны быть хорошими гражданами, поддерживающими социальные организации. Эти три направления, утвержденные Кораном, твердо соблюдались в булгарском обществе. Священное откровение воспринималось булгарами как основной источник знаний. Оно одобряет духовность, любовь и страх перед Аллахом, повиновение моральному закону. Религия помогает строить отношения в семье, регулирует гражданское поведение, а также деятельность человека в разных сферах. Для укрепления социальной ответственности в булгарском обществе верхушка власти опиралась на ислам, так как учение ислама о социальной ответственности основано на доброте и уважении друг к другу. Ислам сегодня является средством воспитания нравственности, гуманности, обращая при этом большое внимание на проблему отношений отцов и детей. Мы неоднократно встречаем в разных источниках сцены, где проявляется большое уважение к старшему поколению, которых называют мудрейшими, аксакалами. Уважение и внимание к родителям особо подчеркивается в исламском учении. В Коране есть такие строки. «И решил Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него и к родителям благодеяния. Если достигнет у тебя старость, один из них или оба, то не говори им «тьфу», и не кричи на них, а говори им слово благородное, и преклоняй перед ними обоими крыло смирения из милосердия, и говори «Господи, Господи, помилуй их, так как они воспитали меня маленьким». Согласно Корану, мусульманин должен помнить о своей моральной ответственности не только по отношению к родителям, но и к животным, растениям, деревьям, то есть всему живому.
Принятие ислама булгарами привело к коренным изменениям жизнедеятельности булгар. Прежде всего произошли изменения во взаимоотношениях между людьми. До принятия ислама они строились на основе обычаев предков. Эти традиции называли шариат. А после принятия ислама они строились на основе шариата. Шариат – это сумма правил, соблюдение которых означало праведную жизнь, которая приводит человека в рай. В соответствии с законом ислама булгарин платил ежегодный налог в пользу бедных. И этот налог назывался закят, который распределялся между бедными. В этом проявлялось милосердие к неимущим. Опираясь на главные нравственные качества, ислам выстраивал более высокую систему морали, помогая человеку реализовать свой потенциал. Ислам предупреждает и предостерегает от тирании, распутства, непослушания. В заключение хочу сказать, что на основе анализа удалось выявить прогрессивные воспитательные стороны ислама. Мы можем с уверенностью сказать, что ислам сыграл одну из составных ролей в воспитании подрастающего поколения и булгарского общества в целом.